Всем доброго утра. Доброе утро у нас начинается с осинного воя, или как сказать там, жужжания. Где-то здесь, не знаю, слышно, не слышно вам, осиное гнездо, но они нас не трогают. Слышно, что они где-то здесь жужжат, живут. В общем, проснулись, позавтракали уже здесь вот на улице. Все, прибрались, все оставили как было. Мусор убрали, все сделали четко. Спасибо, избушечка, за ночлег. Поехали дальше рыбачить. О! Дверь открыта была, да? Да. Дверь оставляем открытой. Вот. Щуку нашу мы доели. Все, приготовили, все. Готовы к бою? Постоянно. Все. Он еще 2 бутылочки нашел. Начинается второй день рыбалки. Николай уже сходил за водой. Поймал сколько? 2 язей уже поймал? Да. Ясь продолжает долбить, но мушка, говорит, мелкая и много сходов. Попробуем еще поиграться. А что нет? Все. До свидания, избушечка. Как-нибудь сюда, может, возможно, осенью еще придем переночевать. Последний раз я здесь был вроде бы с Вадимом. Уже это был 18-й, наверное, или 19-й год. Получается, лет 6 я уже здесь в этой избе не был. На берегу реки там обычно бываем, но сегодня там Серега с семьей, с женой, с детьми отдыхает. В общем, с одной стороны хорошо, когда есть избушки так по берегам рек. Одна занята, вторая свободна. Главное относиться к ним по-человечески, оставлять за собой порядок, следить за ней, не разводить костров, быть осторожным с печкой, с огнем, с кострами. И прослужит, если не протекает изба, ни одному поколению. Ну, судя по протоптанной тропинке, здесь народ ходит, народ живет, народ ночует. Рядом вот такой вот ручей. Все хорошо. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом. Как настроение, Николай Сергеевич? Ну, отлично просто. Так, что, потанцуем? О! Покидаем? Ну, посмотрим, проверим. Вон как мелко, да? Вот сейчас смотришь, даже не верится, что тут рыбы вчера было километры. Так, а я ведь в калошах. Калоши. Ну-ка, Серега, дай-ка пройду как-нибудь с рюкзачком. Калоши, дай воды напиться. Калоши. Так. Начинаем КВН. Опачки. Ну, ради прикола попробуем. Ну, даже не верится, что здесь вот была рыба вчера. Да и сегодня утром тоже. Каждый заброс. О! У меня, оказывается, тройник сломан. Вчера язи сломали. Николай пошел бомбардой там баловаться. Не от берега отошли, видать. Ночью они к берегу подходят, а днем отходят. Вчера вот прямо вот здесь аж она плескалась, возле лодки. Все. Язь — это ночной житель, получается.
днем его здесь нет. Так что не будем тратить на него сейчас время. Поехали. А мы сейчас самосплавом, поэтому перекатику тоже попробуем. Тут еще вот тут перекатик есть один такой интересный. Вон, мы вчера здесь на эту отмель заскочили. Тут кочка, а вот здесь мы, наверное, должны проехать ниже. Сейчас будем справляться, будет так на перекате, так. Вот эту бомбарду покидать. Ну все, пошла рыбалочка. Остановились, чтобы проплыть самосплавом. Здесь как бы пока песочек, свал, окунь, щука, язь может быть, чуть ниже. Там уже камушки. Может, повезет, клюнет хариус. Правда, перед нами уже сплавляется одна лодка. Два рыбачка уже вон. Ну, как всех грибов не собрать. Во, пошли камушки уже. Здесь уже можно здесь уже может быть хариус. Если он еще не позавтракал, то может клюнет. Как всех грибов не собрать, так и всю рыбу не выловить. Ого, коряга такая. Ну-ка, налима нет? Охренеть, тут топляков столько. Налима пока не видели, хотя прозрачность воды впечатляет. Самое время для охоты на налима. Надо как-то будет тихим, солнечным, ясным утром прокатиться. Если повезет, пару налимчиков добыть. Не хотят. И не видно его что-то. А? Ну, куда он денется? Конечно, есть. Вчера-то вечером плескался здесь. Они дороже, походу, катаются, да? Вон, да, камушки. Пошли камушки. А по камушкам, а по камушкам, а по камушкам речка бежит. Ага. Один всплеск уже увидели. Вы на бомбарду оба, да? Да. Я маленькую блесенку, двоечку поставил, беленькую. Правда, один крючок сломан. Двойничок. Лишь бы попался. У меня зазвонил телефон. Ветерок еще южный. Обычно при северном лучше ловится. И в пасмурную погоду. Вон подъезжает вторая лодка. Но это, может быть, и налима смотрит еще. Видишь, он вниз смотрит. Ни одной поклевки. Так что половить хариуса у нас не получилось. Плавились где-то полкилометра примерно. Ни одной поклевки. Ни харюзиной, ни окуневой. Пока утро недоброе. Мы, наверное, утренний клев проспали. Надо было... Ну, жарким летом, в принципе, надо наоборот выходить вот так вот. Когда мы вчера заходили с рыбалки, надо только выходить, ловить ночью. Но сейчас уже слишком темно. А так вот белые ночи, когда есть, ночью ловишь в жару, днем отдыхаешь. Наоборот. Поехали. А тут сейчас как раз вот эти коряжник-то, может быть, что-то и есть. Че? На чуть-чуточку? Да. Так, хариус ловиться не хочет. Плавающий, смотри, какой воблер.
Приехали на нашу знаменитую Курью. И решил сегодня начать с воблера. Посмотрим, что скажет нам воблер. У Коли вертушка, да? Да. Бать тоже? Ну, походу и здесь они жрать не хотят сегодня. Не то пальто. Ночью надо ловить, когда рыба клюет. А когда клюет, нам спать охота, жрать охота. Вот и им жрать охота ночью. Короче, надо делать вещи тогда, когда они делаются. Походу. Летом в жару, походу, только ночная рыбалка работает. Днем рыба жрать не хочет. На вертикальную? Да. Ну вот, наша дамба нас начала кормить. Наконец-то первые поклевки. Вот такой вот кабан. И Николаю клюнула щучка. Так что начало второго дня наконец-то началось. Хотя солнце уже вон как высоко. Времени уже достаточно. Сколько? Часиков, наверное, 9 есть, да? Наверное, да. Только-только первые поклевки. Вообще глушняк был полный. Первые, я думаю, не последние. Открой, пожалуйста, ведро. А? 10. А, 10 уже, вот, тем более. Я уже без надежды даже не включаю камеру. Опа, был удар. О, есть. Вот, давай. О, второй, Енскаден. Все, это уже заявка на успех. Качественный. Енцикаден. Да. Куй железо пока. А? Хвост закручен. Куй железо пока горячо. Пока ловится, надо ловить. Вот. О, щучка. Так, кидай. Лучше резинку. Не на резину. Тихо, будь. Спортивной рыбалкой мы не занимаемся. Вот она, где вся рыба голодная-то, да? А мы ее ищем. Вот, еще поклев. Вот, ой, хорошая, блядь, сука. Ушла? И трава была, и, блядь, очень хорошая. Очень хорошие это. Очень хорошие витамины были. А эта щука, получается, на закрученный хвост мне ударила. Очень голодная. Очень голодные эти щуки. Но это мне уже нравится. Опа, вот, есть поклевка. Вот еще щука. Но это отпустим, маленькая слишком. А? Ну это уж совсем маленькая. Куда ее? Такую даже я отпущу, потому что тем более мало, ну, незначительное повреждение, скажем так. Вот неправильно сейчас только лодку повернула, блин, в траву. Вот это плохо, конечно. Но зато дало возможность вот здесь попробовать. Здесь, да? Пошла, да? Давай. Я тоже устарил. Говорит, посиди пока, покури. Смотри, если клюет, на все берет, да? Вообще похер. Ой, я на тебя кинул. Красота. А то такое ощущение, как будто на реке рыба кончилась сегодня с утра. Ни одной поклевки. Просто кидали, полоскали блесна, резину. Переехали километров 8, наверное. Встали на этой дамбе, нашей любимой дамбе. И пошли поклевочки. Там неправильные... Опа, есть. Опа, нет, сход. Там неправильная рыба просто на том месте, наверное. Опа, есть. Есть. Это что? Это у нас щучка.
травяночка. Ее уже мы забираем. О, пошла туда. Не забыть бы потом про нее. Красота. Ну вот, 5 минут кайфа, и все закончилось. Как все хорошо начиналось, так же все быстро и закончилось. Как будто здесь рыбы и не было. Голодных выдернули, сытые брать не хотят. Ну, хоть что-то увидели, и то хорошо. Все. Не хотят. Так, надо, наверное, раздеться, позагорать. Пока ветерок, пока нет мошкары. Хорошая, говорит, щука. Я даже такую отпущу. Ты даже мой рекорд побил. Гулять. Смотри, смотри, даже уходить не хочет. Как таких только земля носит. О, есть поклевка. На глубине там, прикинь, взяла что-то. Окунь, наверное. Да, это у нас желтый полосатик хороший какой. Янцикадан. О, вот это красота. На глубине там, блин, взяла. Еще один желтый полосатик. Янцикадан. Есть рыба в этой луже. Тут места такие красивые, рыбные, да, а зимой рыбы нет. Я камеру отпускал, ни одной рыбы здесь не увидел. Хотя вот там вот на перекате удар был, я не понял, и щука или хариус, но на блесну ударила зимой. Не поднял, не смог. Одна единственная поклевка была, и все. И что-то клюнуло. Что-то уже интереснее. На дно тащит. Опа, опа. Опа, опа, опа. Опа, 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 опа. Есть контакт. Наша Маша. Успокойся, успокойся. Наша Маша. Янцикадан. Ну, я говорю, такое утро было печальное, да, ни одной поклевки. А тут или рыбу нашли, или голодную рыбу нашли, или время подошло. Не все еще оказалось потеряно. О, есть поклевка. И это, походу, тоже щучка. Нету. Яй! Дружочек, на мушку взял. Язентий, товарищ наш. А мы-то думали, куда ты делся? Мы думали, только ты ночной хищник. Оказывается, днем ты тоже клюешь. Вот он, язечек. Долгожданный. О, бля! Хвост откусил, собака серая. Вот тебе и язь. Ну, без хвоста уже не клюнет, наверное. Для прикола можно кинуть, конечно, но
Я на мушку попал, а хвост откушен, значит кто-то второй за ним гнался. Но если сейчас без хвоста еще клюнет, это будет диво дивное, чудо чудное. Не-а. Без хвоста не хотят, надо менять. Как только стоило щуке откусить хвост белого виброхвоста, все, на этом поклевки закончились. Коли на оранжевую резину еще две щучки маленькие клюнули, он отпустил, и ни одной поклевки больше. Почистили рыбу, то, что поймали, отнесли в ручей. И ничего другого не придумали, как сесть за стол. Вот это Николай Сергеевич сделал собственными руками. Один или с помощником? Один. Вы верите? Попробовав колбасу, поверите. Очень вкусно. А с плавленным сырком, да с хлебушком, да с зеленью, это вообще... 900 рублей килограмм. Реклама. Реклама, да. Ты зарегистрировался это? ОГРН. Ерит, да. Так что все очень вкусно. Давай. Погода летняя, ветерок, ни одной мошки, ни одного комара. Класс, райская. Была бы вода теплее еще, я бы искупался, но... Говорят, теплее, чем на море некоторые люди. Да, которые только с моря. Серега вчера сказал, говорит, печорская вода, говорит, лучше, чем Черное море. Ну, я согласен, конечно, но для меня это прохладно, кажется. А тут рядом протекает ледяной ручей. И вот вместо холодильника все свои соки, морсики, все. Вон такая вот красивая. Смотрите, какой красивый цвет. И это в самом деле морс. Да, концентрат черной смородины. Концентрированный сок. Вот за целый день разбавляем чистой водой. Примерно 1 к 10. И получается вкуснейший напиток. Пьем вкуснейшие напитки, едим вкуснейшую колбасу. Ну, чем не райская жизнь? Райская жизнь на Печоре. Да и бог с ним, рыба не клюет. Вечером она еще нам попадется, да? Совершенно верно. Мы не торопимся. Только как начнет клевать, они скажут, уже вечер, надо идти отдыхать. Как вчера. Ждали целый день, только начались поклевки. Поехали в избу, надо же отдохнуть, надо же покушать, надо же поспать. Отмазался. День доезда он всегда тяжелый. Да. Всего-то 2 ведра рыбки поймали. Ну что, все налито, всем налито? Все? Вот так вот. День рыбака, скажем, сегодня. Да. Или день колбасника. День рыбака не получилось отметить, вот отмечаем сейчас. Ты где был на день рыбака? Не помнишь? Дома лежал. Дома? Рыбку поел? Нет. А ты, Серега, никуда не ездил? Нет. Так что день рыбака будем отмечать сегодня. Правильно. Вы с хлебом или с печеньем? В общем, обед. Пообедаем и попробуем еще. Поменяю резинку, попробую найти. Белая резина с черная спинка, в крапинку такая. Вот она работала, пока хвост не откусили. Откусили и все. Все закончилось. Да вы гурман? Смотри, как красиво сделал. А Николай работал, наверное, шеф-поваром в столовой, да? В столичной какой-нибудь ресторане. Работал в ресторане, работал в мангале. Но это было очень давно. И неправда. Неправда. Я готовлю для себя и для друзей. Со вкусом, со вкусом. Со вкусом, с любовью. Так что... Ты это для друзей приготовил или для себя? Понял, да? Для себя он готовит, а для друзей вот так вот. Ну все. Спасибо. А горчички сверху? Не. Как знаете. Ой-ой-ой. Наперстки.
Нулевочку, да еще с наперстков. Воду с ручья пьем. Ледяную. Приходится так помалу. За рыбалочку. Вкусна водичка. Спасибо. Я постою. Чайки ждут, смотри. Сколько прошло? Часа 3, да, времени? Ну да. Не меньше. Сядь. В общем, ни одной поклевки. Подъезжал Ромка с Женьком. У них тоже ничего интересного. Там 5 или 6 окушков с утра поймали и все. Рыба не ловится от слова совсем. То, что вот мы здесь порезвились буквально полчасика, это была вся рыбалка. То ли мы попали на короткий период времени, когда рыба ловилась, да? Попали, скорее всего. То ли просто здесь было немножко голодной рыбы. Теперь, в общем, отсюда мы отъезжаем в надежде на, ну, будем искать, в общем, голодную рыбу или время клёва. Клёво, все будет клёво. Ну что такого? Так, поехали искать рыбу. О, плотвичка покусанная. Плавает, погрызанная, вся покусанная, но плавает. Не вписались. Ну-ка, толкнись от берега, Коль. Ветром прижимает. Иначе мы сейчас на винт травы-то намотаем. Еще. В общем, поехали искать рыбу. Как найдем, так скажем. Окунь, щука не хочет. Попробуем половить хариуса, если получится. Хотя навряд ли это получится. Рановато еще для хариуса, но попробуем. Ни одного всплеска нет. Хотя он здесь есть. 100%. Ну, самые опытные рыбаки начинают рыбалку. Первый хариус клюнул на блесну. На вертушку, да? Да. Хорошенький. Есть. Я говорю, рыба здесь есть, просто она не хочет есть. Сейчас, может быть, еще получится. Сколько сказали? По 5 штук, да? 15 штук, значит, да, поймаем? Да. Надо. Первый есть, осталось 14. Медленная? Да, оно само натягивает. Коль, подай, пожалуйста, антикомарин. Машкара начала ноги грызть. Ветер стихает, скоро, наверное... Как машкара начинает жрать, когда рыбаку становится немножко плохо, тогда и рыба начинает ловиться. А то, когда слишком комфортно, ни хрена не ловится. Приехали еще на одно место. Как бы здесь тоже раньше ловили окуня неплохо. Попробовали хариусы. Полный игнор. Там потеряли часа 2-то, наверное, потеряли, да, если не больше. 3. Тишина. Время 5-й час уже. Как бы должен начаться вечерний клев. Но это не точно. Нет, точно-то это процентов на 90 точно, но
Кое-кто уже устал от рыбалки и хочет домой. А если сейчас ловиться начнет? Как начнет, так и уйдем, да? Опа, есть поклевка. Вроде бы. Как начнет, так и уйдем. Тут вот резина работала. Сейчас, да. Сейчас я туда ближе к траве подъеду. Сейчас, сюда пару раз еще закину и подъеду туда. О, во-во-во-во, гонятся. Есть окунь. Да, резина здесь желтая работала. Солнце уже ближе к елкам, значит скоро начнет ловиться. Не падайте духом, поручик Голицын. Корней Валенский, налейте вина. Во! Вот это правильно, тебя за язык никто не тянул. Обрыбились. За последние 5, наверное, или 6 часов первая рыба, первый окунь. Опа, и у меня поклевка, поклевка. Я уже достал удочку. Нацепил туда глаз на блесенку. Харюзовый. Харюзовый глаз, да. Поэтому клюет. У тебя одного. Опа. Там что, или мелко, или как, или где? Там не мелко, там просто его пришит, блядь, мелкого этого окуня. Я знаю, точно. Он там, оп, вот. О, Господи, помилуй. Может его на глаза взять? Нет? Возьми на глаза, покажи. Нет, ладно. Последний раз. Все. Где крупный-то окунь? Если мелкий берет, значит и крупный должен брать. Я Ну, правильно? нет, блядь, а хули, что ты хочешь? Не-не-не, есть. Вот, видишь, вот. Во. Нет, О, блядь, крупный бы уже утопил, да? конечно. Я же сказал, клев будет вечерний. А вот тут окунь, это не клёв. Пойман уже третий окунь. За полдня. О, это что такое? Нет, трава. Блин, сердце ёкнуло. Бешеный клев окуня начался, да, Коль? Бешеного. О, смотри. У меня... Сюда якорь. А? Сейчас доплывем уже до берега-то. Окуня здесь немерено. Сейчас встанем к берегу и будем доить его. По окуню за полчаса как раз, да? Да. Приехали опять на нашу клевую дамбу. Встали на клевую точку. Но рыбы нет. И сейчас посмотрим, будет ли поклевки. Первый заброс пустой. Уже не радует. Второй. И второй пустой. Хотя рыба здесь есть. Так, ну а третий в эту сторону. Давай. Тоже пока пустой. Ладно, подождем. Еще не вечер. Сегодня у нас упрямая рыбалка называется. Прямо? Упрямая. Не клюет, а мы упрямо ловим, бля. Поехали-ка мы с этого места на другое. Что-то, не знаю, клев, конечно, может быть вечерний. О, утка! Пах! Черочек. Я в него попал. Нет. Уток до хрена.
Они уже в стае собираются, чтобы улетать, наверное. Сейчас намотаем на винт. Намотали. Ладно. Как-нибудь еще сюда приедем. Приехали опять на новое старое место. 3-4 заброса. И Николай уже вытащил одну щучку. Грамм на 700-800. Начало есть. Дай бог, чтобы было продолжение. Посмотрим. Поставил вот такую вот резинку. У тебя оранжевая? Ну, надежда на вечерний клев. Вчера он немножко был. Хорошо. Вторая щучка. Попробую поставить мышку. Мышку наружку. Вот такую белую мышку. Не зацепляйку, потому что очень много травы. И попробую. Что нам скажет белая мышка? Блин, как живая, смотри. Она еще и плавающая. Почему так думаешь? Клюнуть-то может клюнет, но у него жало спрятано у крючков. А, у меня тройник цепляется мне. Тройник надо убрать. Правильно. Че, вечерний клев? То есть Или подобрал как? просто эти нужные слова. Инскаден. Третья щучка. Мышку не хотят. А, да? А? В лодке сошла? Да, лодка. Еще одна. Ничего, ничего, будет и на моей улице праздник. Тут у них это, сборище какое-то, да? Футбольный матч, наверное. Вчера собралась стайка, сегодня. Спартак Зенит. Ага. А мышку не хотят. Не хотят, как хотят. Потому что они знают, белых мышей не бывает. Может, тиг. Так, еще одно новое место. Еще немножко сплавимся и все, наверное, на сегодня, да? А погодка-то разгулялась, посмотри, какая благодать. Последняя попытка. Ну,
мы дождемся все-таки вечернего клёва? Или это все, что было, когда щучек поймали, это и был вечерний клев? Я так думаю, что-нибудь да мы еще поймаем. Делаем ставки, господа. Кто что... О, у меня уже была поклевка. Так что мы по-любому что-то поймаем, если клюнуло. Как вы думаете, Николай Сергеевич? Думаю, что поймаем. О, это щука. Это щука. Это щука. О, я же говорю, поймаем. Сработала твоя оранжевая джиголовка, которую ты бросил. Я тебе ее презентовал. Да? Так, ведро. Скальпель. А что? Так. Начало есть. Продолжение будет. Ах ты. А поклевка была окунявая. Так что тут еще, значит, окунь есть. Опа. Это что? Рыба, что ли? Нет. Трава. А так на рыбу похоже. Ромка с Женьком, наверное, решили там в палатке ночевать, что ли. Я обманул маленькие палатки ночевать, да лучше приехать до избу. Бензин моту экономить. А? Бензин экономить. Опа. Это что? Трава? Трава. Ну вот. Травы тут хватает. Поймать бы щуку килограмм на 5, да? Побороться. Я уже 100 лет уже не ловил крупную. Ну, не считая зимой то, что вот 2 крупные щуки были у меня. Килограмма по 4 примерно, чуть меньше. 3700, что ли, и 3400 были зимой. Летом самая большая, наверное, полторашка была. Не больше. Только что говорили, что пропал окунь. Наконец-то. Наконец-то. Тоже поклевка, да? Нет? Ну не густо, не густо. Щука, наверное, да? Опачки. Ай-ай-ай. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. С этой мушкой, блин. О, красоточка. Блять, сука. Опять сход? О, Янцкадан. Потихоньку, потихоньку царапаем. Оп, сразу поклевка. Ну вот она вот и есть, эта щука. Есть, что ли, у меня? Сидит? Нет? Непонятно. Откусила? Так, подняться, наверное, надо, да? Есть, да? Сачок, может? Давай. А где он? У тебя там? Дальше сачком возьми, а.
Поймали. Еще +1. В сачке у нас бутылки, что только нет, только не рыба, да? Где окунь-то? Я все понимаю, щука это хорошо. Щука это здорово и прекрасно. Но где окунь? Почему его нету? Почему он редкие поклевки, такие окуни? Его нет или он не хочет кушать? Мне кажется, он не хочет кушать. Мне кажется, это ближе. Та ближе к траве была, нет? Или с травы взяла? Нет, она есть. Она? Ну, вечерний клев потихоньку начинает набирать обороты. Вчера не клевала, сегодня вообще не клевала. Я когда Вале говорю так: что, ловится? Да вообще ничего не ловится. Заношу ведро, допустим, 20-ку. Это ты называешь не ловится? Ну не ловится. А потихоньку за целый день ты царапаешь, нацарапываешь. Или обычно как целый день не ловится, потом бац. Вечерочком за полчасика ведерочка накидал. Бывает и такое. Есть поклевка, есть. Это тоже щучка, походу. Нет, это окунь. Вот он, красавчик. Вот и окуня нашли. О, потеряшка. Вот он окунь. Где? Сход? Вот они где. Черти полосатые. Опа, у меня тоже... О, нет, у меня окунь. На колебалку здоровый взял язь. Охренеть. Наглый язь. О, язёвое время приходит. Блин, подъехать к берегу надо. Опять вынесла на середину. Ветер стих, не скажешь, что днем поливало, дуло, да? Сегодня, наверное, мошка зверь будет с комарами. Тепло. А? Нам похеру. Мы с Рифтамидом. Мы в домике. Все, кончилась рыба? Нет, это еще не все. Еще будет поклевка, будет. Вот увидишь. Да нет, нормально. Съедобный. Колебалка. Видишь, какая универсальная колебалка. Язя поймала, окуня поймала. Осталось щуку поймать. Щуку поймать. И это харюза. На колебалку? На воблер ловил. На колебалку нет. Лобак. Кстати, тут вон камушки, может и быть. Еще немного. Мелко-мелко. Ну, вчера мы ловили, еще мельче было. Кстати, мы приближаемся к тому месту уже, к ночному. Правда, сегодня до ночи ждать не будем. Сегодня пусть Ромка ловит ночных язей. Да. Щучка. Щучка. Да, на. О, кидай.
Еще +1. Сегодня щук больше накидали, чем вчера, да? Да. Вчера вечером покидали. А сегодня вроде бы потихоньку, а наверстали за целый день-то. Ой, ближе и ближе конечная точка. Тоскливее и тоскливее становится. Ну, все закончилось, рыбалка заканчивается. Это ничего. Когда заканчивается одно, начинается что-то другое. Да. Опять на середку вынесла. Тоже средний. Что, не будем до конца сплавляться? Ну, нет, Все. давай, по 3 заброски. Давай. Раз. Если ничего не клюнет, то поедем. Фиг вам. И на этом все. Поехали. Ну что, потихоньку, полегоньку. Что у нас там? О, ведерочка у нас будет, смотри. Двадцатка больше половины, так что планы минимум и планы максимум сработали. И там еще 2 ядра засоленных уже. Хватит. На сегодня хватит. Вот такой вот прекрасный закат. Просто красота. Так, подъехали к конечной точке за рыбой. Рыба в ручье. И что мы видим, что здесь у нас опять плещутся ночные язи. Что, попробуем? Получится, не получится вчерашняя история. Четвертую заброску сделаем. Вчера время темнее было, да? Вот позже нет, конечно. Позже было. О, есть поклевка, во. Сразу, но. Давай не доставим до 20-ки. Нет, окунь, смотри какой. Вот это окунь. Вот это окунь. А мы где-то шарахаемся. О. А мы где-то шарахаемся. Убегать только не надо. Что, бомбарду? Ромке же я сказал, блин, езжай сюда. Лови рыбу здесь, блин. Нет, где-то и на телефон не отвечает. Первый заброс и сразу. Тогда же тоже первый у тебя окунь был, да, большой? Может, это окуни были? Вот они, вон, 3 штуки. 3 всплеска. Сейчас должен быть удар. О, вот он. О, нет, мимо. Сход. Подошли языки. 3 штуки как минимум. Вот. Плещется. Не знаю, язит окунь. Вот он. Вот они. Вот они где. Ну, давай, бей. Бей. Что ты медлишь? Не нравится резина, что ли? Все. Солнце садится.
Осталось совсем немного. Чуть-чуть и спрячется за горизонт. Но язы сегодня пока еще не подошли. Возможно, они подойдут чуть позже, но ждать мы их точно уже не будем. Не захотели они с нами сегодня иметь дело, да? Что да? Не захотели, говорю, сегодня с нами дело иметь они. Солнце сядет и начнется, но нас уже здесь не будет. У меня Два ведерка соленой рыбы, плюс там, плюс здесь. По ведру на брата мы поймали, да? Даже чуть больше, наверное, чем по ведру. Вон. Вот это выцарапали сегодня за целый день. Клёва вообще не было. Потихоньку. Рыбку за рыбкой. Ну, днем попали немножко на клев, подергали. Потом около 5 часов вообще ни одной поклевки не было. И вот вечером немного надергали. Собираем манатки. Наши гости уже устали от рыбалки, да, Коля? Устали от того, что надо кушать. Кушать. Да, поедем сейчас. Поедем домой. Хорошенько покушаем. Вкусно поужинаем. Посидим, поговорим. Может быть, даже споем. Отдохнем. А завтра они поедут уже обратно в город. В столицу нашей республики, город Сыктывкар. Ну как, батяпия? Рыбалочка вам. Отлично. Спасибо, Печора, матушка, за такую прекрасную рыбалку. Поехали.